Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня погода пасмурная, ветра и дождя нет, тепло. Сейчас я внука отвезу в школу и решила поехать посмотреть у Артура, какие цветы он выращивает. Отвезу сейчас внука в школу. Я не могла посадить цветов разных, кроме петунии. По совету Розы решила поехать посмотреть у нашего местного цветочника, какие цветы у него есть. Он выращивает их в теплице. Тяжелый, конечно, труд, но благородный, красивый труд. Решила съездить туда. Какие-нибудь цветы, если понравятся, я куплю у него. Не буду заморачиваться. Дочь моя Роза сказала, съезди, посмотри, какие цветы тебе понравятся, я тебе куплю. Я могу и сама купить. Спасибо ей за предложение. И вас с собой возьму. Поехали со мной. Я вот подъехала. Полевая 45. Здесь живет цветочник Артур. Если он дома, сейчас зайдем, все посмотрим. Только не знаю, разрешит ли он снимать. Наверное, разрешит. Нажимаем на кнопочку. Какая красота. Дома никого нет. Сейчас посмотрим. По видео только я видела. Наверное, он работает где-то здесь. Дома нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно к вам в гости? Можно. А снимать разрешишь? Вам разрешу? А так не разрешаешь, да? Нет, никому. Ну ладно, я же все снимаю, что я делаю, поэтому мне надо снимать. Сейчас. Ой, а здесь редиска, что ли, растет? Да. Ой, у тебя уже редиски. Красота. Я же тоже. Это цветы, это гвоздики, да? Да, это гвоздики. Гвоздика Диана китайская. У меня тоже есть гвоздики. У тебя, видишь, стеблей много, а у меня стебелек только. И Потому почему-то кривой у меня растет. Да, все правильно. Во время рассады, Ага. когда она только взошла, мы сразу, вот такая маленькая, там, сантиметр, мы ее сразу ножницами начинаем стричь. Она пушиться начинает. Сюда высадили, вот, например, высадили, да, я вот это вот обрываю. Обязательно. Нельзя пускать в стебель. Только вот, например, видишь? А у меня длинные и кривые. Прям можешь сейчас подстричь. Вот видишь, густая пошла она, и Ага. бутон начинает Вот формировать. уже бутончик Да, появляется, все, да? от этого уже совершенно другая история получается. Вот же. Это гвоздика Диана китайская. Турецкой в этом году не стали. У меня не помню. Я забываю название. Это петунии, да? Это наши петунии, да. Петунии я Sunshine, обрываю. Sunshine серия, желтого цвета они. Это у нас гибриды, короткорослые, но с большим количеством цветков. Вот. Это наши Маргаритка? виолы. Виолы. Виолы, определенный сорт виолы, но сейчас немножко хлорозит, потому что когда мы здесь поливаем, у нас система полива здесь, полиэтилен, каждый стакан снизу подрезан, и мы вот этим образом, шлангом, сюда заливаем воду в ванночку, полностью стеллаж, и оставляем растение снизу пропитывать влагу. Минут через 20, когда пропитается, вот здесь у нас 2 доски, специально мы их не довели до конца. Таким образом мы нажимаем полиэтилен и излишнюю влагу просто сливаем. Ой. Все. И вот таким образом мы без наемной силы можем 2-3 человека десятками тысяч растений обслуживать самостоятельно. Таким же успехом мы поливаем кашпо наше капельным поливом. На каждую отдельную посуду идет шланг, трасса здесь. Это вот с Китая заказанные здесь эмиттеры специально, которые через маленькую там иголочную ушко, дырочка, оттуда вода капает только. Ой. Вот. И вся система одномоментно, вот этой теплицы только 130 кашпо мы можем обслуживать. И там плюс есть еще штук 40, 35-40 кашпо в той теплице. Вот. А здесь Здесь у нас помидоры. Помидоры мы... вообще
все семена, которые мы высаживаем, это у нас только гибриды, только проверенных фирм западных, европейских. Угу. И это относится только к профсеменам. Мы с обычными семенами вообще не работаем. Угу. Соответственно, помидоры высажены в ящиках, потом мы их сюда пикируем. Они вырастают у нас до сантиметра 30-35. И с этого момента мы уже, как раз у нас сроки подводятся к тому, что клиенты уже, наши покупатели, выходят на улицу высаживать, отсюда выкапываем. Угу. А здесь уже Это у наши ампельные петуньки. Звездная ночь. Это вегетативная петунья, она не из семян сеется. Если, кстати, из семян ее сеять, да, собирать семена, то она свое материнское качество теряет. Или будет вся фиолетовая, или будет вся белая. Или напополам вот так будет. Вот этого, как космос, да, звездной ночи, вот таких Да. точек не будет. Поэтому ее надо на зиму сохранять, за ней как бы потом реанимировать ее, да, вот таким Ага, образом. Это наш карликовый львиный зев. У нас есть карликовый львиный зев и Угу. мадам Баттерфляй. Есть львиный зев большой, вырастает. И цветы там крупнее, конечно. Два разных оттенка. Вон даже начали свести. А здесь астры, да? Это астры. Астры, конечно, вот эта бафа вся с запахом она. Она очень вкусная. Приятно прям. Хочется покушать ее вместо зелени, хочется прям. Это цветочки пахнут или листочки? Нет, листочки. Вот прям потрогать ее. Можете понюхать. Ага. Пахнут они. Да. Лесом пахнет. Да. Вкусно пахнет. Вот наша клубничка, наша рассада клубнички, которую мы осенью в прошлом году не успели реализовать. И мы эту рассаду закапывали под землю рядом с балаганом. Вот это итальянский сорт Альба короткого светового дня. Когда день короткий, он самый-самый-самый ранний начинает вязать ягоды. День удлинится, когда вот основные ремонтантные нейтральные сорта начинают цвести, он перестает цвести. И все лето дальше ничего не плодоносит. Только размножается, дает усы, укореняем мы его. Но это самая дорогая ягода, самая первая ягода, которую мы планируем выносить на рынок с цветами вместе. То есть пока другие люди начинают свои ягоды там только свести, мы уже в этот момент стоим, уже продаем ее. Ну вот она цветет. Ну и, соответственно, рассаду реализуем. А когда начинаете продавать такую рассаду? Рассаду хоть сейчас. У нас уже начали брать ее. Бронь делают небольшую. У нас пока два сорта только. Альба и Кабрила. Уже можно их в грунт сажать, да? Можно сажать грунт уже, но цветочки морозом побьют. Побьет. Укрыть можно, наверное. Даже если укроешь, если ночью тепло не будет, центр почернеет вот здесь вот. Видите, он какой сейчас желтый, он красивый, хороший, правильный. Все, одну ночь около 0 будет, все, она в центр почернеет. Листва, все нормально, живое растение, дальше вегетирует, растет, но урожай теряется. Поэтому сейчас высаживать можно, не погибнет, но она будет в таком, знаете. Я вот астры не посадила, знаешь, я болела ковидом. Ага, слышал, кстати. Ага, вся страна слышала. Вся страна слышала, да. И я не смогла много-много. Ну, дочка твоя говорила, мы же с ней переписываемся, вот там канал Да, Иванова, она мне Иванова вот есть. и говорит, ничего не делай, у тебя петуния есть, остальные вот у своего цветочника купи. Съезди, посмотри, какие тебе цветы понравятся, я тебе куплю. Я говорю, я сама могу купить. Конечно, о чем речь. Да. Это вот мой помощник, мой брат родной. Всем привет. Арсель его зовут. Арсель. Да. Ты Артур, а он Арсель, да? Спортсмен, легкоатлет, да. Он сейчас работает у нас здесь, кроме этого помогает мне. Кстати, дважды мастер спорта России по легкой атлетике. Есть корочка. Молодец, молодец. Участник марафонов различных. Кстати, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала, помните, я вам когда-то показала бассейн наш, и там на доске почета висел мой одноклассник Хайруддинов Фанис. Наш дядя. Родной дядя, Да, родные родной. племенники, Да. вот. Мы с ним очень Мой много, одноклассник. Мы с ним очень много ездили на соревнования, на сборы. Я сколько у них жил, помню. Хороший человек, очень много. Отличный. Да.
Всю жизнь бегал, да? Он во сколько перестал бегать? Он перестал ближе к 50 только. С большого спорта ушел. Это, конечно, героизм для Да. таких людей. Да. Здоровье есть у человека. Ну, бегай пока здоров, иначе побежишь, когда заболеешь. В аптеку прямо побежишь. Да, я вот сколько Напрямую. в аптеку бегаю. Да, вот Ну бегаю, 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 бегаю. Столько денег тратила на лекарства, это Здоровье. ужас. Здесь вот у нас мы, кроме этого, для себя, для раннего урожая высаживаем перчики. Чуть пораньше, конечно, начинаем. Ага. Основные перчики у нас еще маленькие. Они еще недели 3 до высадки в открытый грунт должны расти и развиваться. Вот перчики. Там дайконы наши есть. Никогда не посадила дайкон. Дайкон, как красная свекла, огромный вот такой вырастает. У нас мы уже года 3 его сажаем, вот именно этот сорт. Пекинская капуста фиолетового цвета. Угу. У нас овощи только одной фирмы, Kitana Seeds. Вот эта фирма, Какие она дает. цветочки красивые. Это цинерарий гибридное, домашнее растение, Это комнатные только что ли? комнатное. На улицу можно высаживать, но в полутени надо его держать, поэтому мы с солнечной стороны ее убрали сюда вниз. Угу. Даже если много внизу влаги, она на солнце тургор теряет, немножко вянет. Вот это растение, если его высадить сейчас, например, в 3-литровую посуду куда-нибудь, да, оно разрастается огромной шапочкой, и вот эти цветы прям полностью закрывают всю зелень, ботву. Там по краям только будет торчать ботва. Вся цветочка будет. Красота. Вот такие мы У берут. тебя же есть свой канал. Да, кстати, друзья, Я смотрю. канал у нас молодой, месяца 4 только, активно мы над ним работаем. Ну, мы там делимся секретами, как правильнее, как легче, как попроще выращивать растения. Чем Где- удобрять, чем удобрять, подкармливать, и да. говорим о сортах различных, О удобрениях. об удобрениях, об этапах внесения Да. удобрения, в общем, обо всем. Когда, кстати, сроки посева для наших краев, вот Башкирия, Татарстан, Пермь, Оренбургская область, прям если за нами повторять, будете всегда к этому моменту с цветущими растениями. Угу. Кстати, мы живем в Башкортостане, в Стерлибашском районе. В комментариях многие пишут, где вы живете, где вы живете. Это очень актуально для садоводов, огородников, дачников. Очень актуально именно сроки посева. Да. В интернете смотришь одно, говорится, а на практике немножко другое получается. Вот. Да, тут разные цветочки, разные цвета. Артур, наверное, ты с женой и ночью, и днем не отдыхаете. Да. Это наш бокс проращивания, так называемый умный бокс проращивания, где мы сеянцы наши в ящиках держали полностью здесь. Здесь у нас система обогрева, лента. Она подключена к автоматике, она сама держит температуру. Здесь датчик, который... где он у нас? Вот он датчик, который сам контролирует. Мы плюс 20 ставим, и он постоянно ее держит. Вот мы здесь в электронном термометре видим, сколько на сегодняшний час градусов там дает, да? Угу. Вот. 23, 23 и градуса уже. 4, и 5. Да, вот здесь вот огурчики, вот мы посеяли, они начинают всходить. Что-то Мгм. пораньше взошло, мы их убираем. Здесь, кстати, круглосуточное досвечивание. То есть огурчиком после всходов дня 3 мы обязаны круглыми сутками светить. А хорошо, если будет целую неделю досвечивания. А здесь что? Это наша пекинская капуста. Это салатная капуста. Кстати, вот, друзья, пекинская капуста, она только таким образом сеется. Ее нельзя поддельно в грунт сеять, например, выкапывать и пересаживать. Только она должна, не повреждая земляной ком, выниматься отсюда и высаживаться. В этом случае она не будет стрелковаться, не Вот будет у меня цвести. стрелкуется каждый год. Это один момент, который приводит к стрелкованию. Другой момент, подбираете гибриды, устойчивые к стрелкованию цветушности. Есть гибриды, которые вообще... Кстати, вот фиолетового цвета. Кстати, уникальная вещь. Мы здесь вот, я нигде в супермаркетах, например, овощ не видел фиолетовую пекинскую капусту. Нету ее. Зеленые-то есть они везде. Угу. Прикольная вещь. Огурцы КС-90. Вот этот огурец, он очень знаменитый огурец. Kitana Seeds, это японская селекция. Вот один куст, да? Угу. Один куст, если его высаживаешь,
Он по урожайности заменяет 4-5 куста обычных российских сортов селекции. Там типа Маши, Зазуля, там Герман, да, еще Мгм. какие-то. Он пучкового плодообразования. То есть висит стебель, и на нем 4-5 огурца с одного пучка. И междоузли короткие. Вот 5, еще 5, и вот так он висит. Вот надо таких Да, сажать. зачем теплицу А там? у них семена нельзя брать потом, Нет, да? это партерно-карпические гибриды, как Мгм. корнишонного типа. Там даже Да-да-да. семенной камеры нормальной нету. Мгм. Она такая салатная. Для Мгм. этого годится. Вот. Ну, здесь наши некоторые сеянцы. Тут капусты. Сейчас, друзья, на ту сторону перейдем, посмотрим. Поставили бочечку, да, синюю с водой, чтобы мы могли от нее капельный полив пускать. Пока мы ее там через шланг только уберем, в леечку, когда поливаем. Отсюда потом шланг пойдет, и вот эти грядки, где мы будем выращивать растения, под капельной лентой будут лежать. То есть Мгм. здесь никаких напряжений не бывает. Здесь только мы открыли кран, все, вода полилась. Успеваю обратно заливать сюда воду. А я смотрела, когда только привезли вот такие бочки. Ну да, установили мы там уж Мгм. накулибины, Мгм. как говорится. А здесь Это что? лук-порей. А, Кстати, вот лук-порей очень эффектное растение. Он выращивается через рассаду. Вот мы ее постоянно стрижем, подкармливаем биогумусом, гуматом калия. У нас вообще овощи все выращиваются только на биоудобрениях, на Мгм. биоподкормках. Мы не стараемся и не любители того, что кушаем, напичкать различными минеральными удобрениями. Ну да. Это неправильно. Вот здесь хризантемы, да? Это наши черенки хризантемы мультифлора. Мгм. Очень популярное растение. Шариком растет, поздно зацветает. Вот это вот 10 сортов мы сами черенки покупали в свое время, и сейчас мы их черенкуем. У нас сейчас огромная армия, ассортимент уже готовых растений к высадке. Но мы постоянно продолжаем их черенковать. Вот это вчера было сделано. Это, кстати, петунии с кашпо, который у нас уже начинает разрастаться. Мы снимаем черенки. Это Мгм. петунии ампельной серии тайдалы красного цвета. Вот эта петуния, она ужасно огромным шаром растет. Мгм. С длинными петлями и пышная. Красота, Ну, да? тайдалы, с тайдалами не поспоришь, это крутые. О, цветочки. Это бархатцы, прямо стоящие, серия Discovery. То есть в таком состоянии. Мы их специально... Кстати, есть такая уникальная особенность. Желтый цвет всегда почему-то позже цвел, чем оранжевый. У нас их два цвета. В природе еще третий цвет. Белый цвет бывает. Мгм. Но мы специально их наверх поставили и убедились. Все зависит от температуры. Здесь теплее, она быстрее цветет. Какой-то вкусный запах идет. От цветов или откуда-то? Наверное, не знаю. Ну, я бы не сказал. Неужели? Понюхай цветы. О, да. Бархатцы. Я- Я уже привык к этому запаху. Для меня все. Я быстро заметила. А это что за цветы? Это у нас гацания. Гацания, африканская ромашка, солнечный цветок. Он очень любит солнце, как ромашка расцветает. Угу. И если солнце есть, если такая пасмурная погода, как сегодня, она в закрытом состоянии. Если солнце, она вышла. И пока солнце весь день Цвет не движется, оранжевый? и оранжевый, и желтый, и тигровый, Ага. различными. Тут где-то около 4 оттенков. И он прям так за солнцем смотрит весь день. Угу. И к вечеру закрывается. Вот. А это вот оранжевого цвета, те же бархатцы, они здесь в более прохладном самом месте внизу, да, поэтому они чуть позже начинают цвести. Угу. А вот здесь, посмотрите, какая красота. Увидела бы роза, не знаю, что бы делала она. Вот. А запах вкусный. У Розы свой участок, сейчас она, наверное, сейчас все будет засаживать Да, там. скоро заселится. Красота дом будет. Да. Как участок картинка, весь да. сделают. Ой, вот же петуния, красота какая. Вот, кстати, это вот с прошлого года петуния, вот «Звездная ночь», да? О ней я говорил. Вот Мгм, мы, вот. да, мы ее, получается, от нее стригли все время. У нас М. больше сотни, наверное, сейчас уже саженцев по ним. Вот это все зимовало. А потом в кашпо мы так высаживаем. Это наш портулак, Мгм, кассетная рассада. мгм. Кассетная рассада портулака. У меня и портулак не саженный, ничего не посадила. Корневая отличная, в отличном Мгм. состоянии.
высаживаешь. Кстати, ампельный портулак стелится, крупноцветковый. Мне нравится портулак. Хороший цветок, да, Мгм. очень красивый. А здесь огурчики. Ой, Здесь, уже огурчики. да, здесь эти огурчики мы еще 1 января сеяли. Вот. Постепенно рвем, кушаем, они вяжут, только успела подкармливать их. Мгм. На натуральном все, мы только коровяком здесь подкармливаем, азот им очень-очень-очень нужен, поэтому мы стараемся. Коров вот это- держите, да? Нет, у родителей. А у Да, родителей, да. привозим сами, это? замачиваем. Это наши бегонии, ампельные бегонии, серии нон-стоп, желтого цвета. Огромной шапочкой вырастает, в кашпо мы их высаживаем. Сначала в стаканах, потом сюда в литровую переносим. Они примерно вот такого размера, а потом мы их уже вот таким образом высаживаем. Вот так в кашпо. Я тоже купила бегонию, как картофель. Это луковичные, это вот тоже луковичные, А но у меня мы сейчас появилось. их с семян сеем. М. Семян сеем, за лето они здесь образуют луковицу. Видите, да, мы специально правильный красивый кашпо подобрали. Мгм. Когда все лето она на улице просидела, можно петли снять. И как обычно домашнее горшечное растение Да. занести с красивым кашпо и на подоконник. Да, высадить. они постоянно цветут Да. красиво. Но луковичные, конечно же, требуют отдыха, периода, скажем так, набора силы. Мы обязаны их с ноября переставать поливать, чтобы они всю ботву в итоге сбросили. Луковицу, в принципе, можем там же в кашпо оставить, убрать в темное холодное место. И с февраля, вынимая, уже ставить на подоконник, на яркое солнце и Мгм. поливать. Вот тогда луковица, вот как и обычной картошки, начинает новые поросли Да, пускать. да, да. Если этого не делать, если оставить, цветет же, Мгм. цветет, все красиво. Ага, ага. За зиму она высасывает столько из луковицы соков, и Мгм. там хоть удобрей, хоть что делай. И на следующий год товарного вида уже не будет. Она Вот буду вся иметь в виду. длинными петлями. Все, считай, год, второй сезон, считай, плохое растение, и на Мгм. третий сезон все погибает. Мгм. Посмотрите, какая красота. Вербена. Вербена, да. Вербена специальные гибриды красивые. Мгм. Вот из них семян невозможно собирать. Ой, мы, люблю красный свет. мы собирали Мой семена. свет красный. Красный, фиолетовый. Вон сколько всего. Ой, за ними уход да уход нужен. Сколько труда. Ну да. Мы не выходим отсюда. Постоянно. Постоянно здесь. Вот, кстати, этот мадам Баттерфляй. Те же львиный зев, но Мгм. высокорослый. Но тут цветок круче, конечно, выглядеть будет. Высаживаешь его, он подрастает до 60 сантиметров. Весь такой укутан цветками. Такое растение вытянутое будет стоять. Вот. Сортовые особенности. А почему ты решил цветочками заниматься? Пришел к этому, конечно, я, знаете, интересным образом. Я, конечно, в школе биологию хорошо знал и любил. Потом, благодаря этой любови, пошел я в медицинский колледж. Фельдшер я по образованию. Ой, Лечебное дело заканчивал молодец. после этого. То есть анатомия тоже хорошо, как вода шла мне, давалась. Вот мы в городе жили, решили переехать сюда, в деревню. Переехали. В первый год я вышел на рынок. Ну, раз участок есть, надо же облагородить. Хочется же красивого. На рынке купил цветы. Смотрю, ну, ценник такой нормальный вышел. Да. Все, ладно. На следующий год решил, дай-ка, думаю, цветы цветами. В теплице ничего не было. Рассаду хотя бы овощей вырастить. Купил обычные цветные упаковки в магазинах, там баклажаны, перчики. Мгм. Все, высеял, все взошли. Мгм. Семян-то там в пачке много, 40 штук, например, Да. баклажанов. По стаканам рассадил, да, возле подоконника. Все принялись, пошли. Ну куда мне баклажанов 40 штук? Мне Да, да. там 10 вот так хватит. Мгм. И группа есть у нас в районе, СТБ онлайн называется. Дай-ка, думаю, объявление выброшу. Выбросил, цену поставил, и прямо из дома забрали там за 2-3 дня. Все забрали. Я себе только выкраил чуть-чуть. И немного понял, как это работает. В этот же осень поставил 3х8 теплицу обычную. Стеллажи собрал правильные, укрыл, обогрев занес. Все, опять-таки, научился все с Ютуба. Мгм. Систему вообще, как выращивать все. И первый год с этой теплицы 3х8 я чистого дохода 120 тысяч рублей Ой, заработал. молодец. Вот если стараешься, можно зарабатывать. Да, А то многие лежат дома, нет в работы. деревне нет работы. Да, в считается. деревне говорят, нет работы. Есть в деревне работы. Вон кто, если захочет семью кормить, жить по-нормальному,
то можно себе найти работу. Ну, все, первый год у нас Ахаб, все, я посмотрел. Потом смотрю, что для более развернутых отношений, там, в плане торговли, надо уже такие самодельные теплицы ставить. Я начал изучать, где какой материал. Поставили вот эту теплицу, кстати, некоторые материалы прям в деревне Талык. Сарай Мгм. дедушкин разобрали. Вот этот А, дубовые вот эти, которые там сотни лет лежали. Сюда пошли они. И печка его старая от бани пошла сюда. Мы ее переварили, сделали. Собрали всю систему и уже заказал раза в 5 больше семян, наверное. мгм. И второй год у нас уже эквивалентно доходы увеличились. Да, конечно. И все, мы уже постепенно сюда перешли и только этим занимаемся. на сегодня. Эти цветы как называются? Это у нас лобелия. Лобелия красивая. Угу. Какие Вот. цветочки. С мультидрожжена выращивается. Очень красивые, да. И разноцветные. Для композиции, кстати, очень хорошо годятся. Из них что Мгм. только не делают. И там переливы, льющаяся вода, что-то там такое придумывают. Мгм. Главное было бы это самое желание и фантазия. Это баклажан. Это баклажаны, да, овощи наши доходят. Есть у нас отдельно еще и перчики, отдельно другие виды овощей есть. Баклажаны двух сортов. Сеяли баклажаны и профессиональные семена, и сеяли покупные семена, которые наши друзья в Дубаях покупали, в Арабских Эмиратах. Это изолепсис изящный, Первый раз болотистое вижу. растение, семейство осоковое. Вот этот вот куст, он сейчас разрастется и под тяжестью своих стеблей начнет вот так падать. И вот это такая кучерявая, вот такая вот вещь будет. М. Болотистое растение, он, кстати, корнем делится, можно достать, корень оторвать, вот пару таких пучков высадить, и он резко У меня Роза таких любит. набирает. Каких-то ежиков покупает. Можно его рядом с озером, да, вот для декорации поставить, что Мгм. для озера поставить. Вот начинает петуния зацветать постепенно, Угу. на бутонах вся. Анже. Мы сейчас ее подкармливаем. Очень усиленно начинаем подкармливать, но тоже переутруждать не нужно. Всему свое время. Это хризантема мультифлора, о которой я говорю. Вот мы объявили сейчас о продаже, в начале Ага. продаж. 10 сортов здесь. Очень красивые, необычные цвета. Разбирают, мы заново черенкуем, ставим. Угу. И все лето будем выращивать. Это свои старые кашпо, которые мы для себя высаживаем. Наращиваем постепенно, потом к себе в огород тоже будем. Вот виолки пошли. Угу. Красивых сортов виолки. Да. Необычные. Вот. Молодцы. Мне очень понравилось. Роза приедет. Обязательно ее привезу сюда. Она отсюда, ее отсюда не вытащишь. Сильно любит, да, растения? Очень любит. Очень, очень. Ну, Она у меня буквально в теплице жила. ну, Она значит, она, такая. наверное, тоже там теплицу у себя поставит уже, да? Поставить Ну, сейчас. в этом году, наверное, нет. Сейчас скоро дом сдадут. Начнет Они же сажать. переезжают, да? Да, переезжают. Ну, она хочет как-то, может, приедет как-нибудь навестить меня. Сюда. Да, я ее привезу сюда. Покажу. Красота. Она тоже вот мимо саженцев вот обязательно мимо не пройдет. Обязательно погладит. Вот для чего любит цветы. А, кстати, с ними нужно разговаривать. К ним Вот. надо правильно относиться. Вот она у меня. Это не только вот в нашем случае не только какое-то, да, средство добывания денег на жизнь, да, а это Мгм. еще Запах. совмещение души с работой. Запах какой вкусный. Прелесть. Это низкорослые, да? Да, 25 сантиметров, не больше. Где-то на 7-8 шариках таких будут сидеть. Шарики, кстати, Мгм. еще будут увеличиваться постепенно. Дискавери — это схизантус визитонский, который в простонародье называется орхидея бедняка. Мгм. Маленькие цветочки растут как у орхидеи, только в 2 раза меньше. Полностью покрыты цветочками будут они. Но он вытягивается. Его стричь надо, постоянно стричь.
Стрижем. Однолетник, да? Ну, на улице замерзнет. Ага. Да. Мгм. А у тебя нет многолетних? Многолетних у нас хризантемы, нет, наверное. Есть только гвоздики, которые двухлетние идут. Вот, ну, у Мгм. нас на 3-й год они тоже взошли в прошлом году. Все, виолы у нас тоже двухлетники идут, они тоже нормально растут. Остальное бегонии, все домашнее цветоводство. Вот, кстати, Торрени Фурне, Арсель, достань, пожалуйста. Торрени Фурне. Да, новый, он цветет который. Новый ассортимент в нашем деле. Вот этот цветочек, родина у него Вьетнам, необычный цветок, он сейчас вот нарастит свою вегетативную массу. И вот такие, рассыпан будет такими небольшими глубокими Мгм. цветочками полностью. Красота, да? Да. Народ вообще требует разновидности сейчас. Ну, конечно. Сейчас невозможно там 2-3 наименования позиций держать и на этом тысячами там продавать их. Они у тебя просто не будут идти. Сейчас люди уже устали от От петуний. петунии вообще я устала, но сажаю. Попроще, конечно. Некоторые вот эти вот крутые цветочки красивые, они требуют более высоких агротехники уровней. Но все равно они должны быть. Сейчас есть люди, которые приезжают, у них план участка, Мгм. где что должно быть. И Мгм. они ищут эти цветочки. Они не приходят к тебе, а что у тебя есть? Мгм. Сейчас из этого и вырастет. Нет, ага, у тебя есть вот то, что нам нужно. Здесь взяли. Чего-то нету, значит, где-то в городе докупили. Это бегонии. Вон цветочек. Клубневые бегонии в ампере начинают зацветать. Угу. Он же красота какая. И кашпо красивый. Это вот мы цинерарий гибридную попробовали Ой. высадить в кашпо. Она не ампельная, конечно. Но мы немножко делаем композицию. То есть желтое с белым Ой, будет. красота. То есть Да. вот эта шапочка вся белая цветочки. Роза, посмотри, доча, если ты меня видишь. Красота какая. Сделаем эксперимент, посмотрим. Ага. Вот же. Молодцы. Теплица сколько на сколько? 15/6. Угу. И 3/8 там. Кстати, сейчас, наверное, туда пройдем, посмотрим. Еще добавишь, наверное. Нет, хватит. Хватит. Сейчас клубникой буду заниматься. А, Дополнительно. Лучше разнообразить, чем увеличивать объем. угу. Здесь клубники, да? Да, здесь мы в прошлом году закрытый грунт клубники сделали. Угу. Бугорки сделали, капельный полив положили. Дуги погнули и закрыли полиэтиленом. Угу. Ты же помнишь, наверное, 23 февраля у нас Ага, какой ага. ураган был Ой, здесь ураган был страшный. тут, видела. Жалко было мне. Минус 34 градусов и северный ветер. Вот прям за ночь все, прям полетели, весь улетел отсюда. А здесь только агроспаном белым было укрыто. Снег же она не видела. Угу. Я думал, не проснется. Тот раз почистили, все нормально. Просыпается. Просыпается, да, все, она вяжет. Вот сердцевина. Выпускает нормально. Все в местном производстве. Даже пленки у нас нету светостабилизированной. Приходится все через транспортные компании с Краснодара заказывать. С Краснодара, где гектарами выращивают ее. Вот там и производство налажено. И пленочка светостабилизированная на 3-4 года хватает. И сама вот эта пленочка вот сейчас пришла. Мы будем ее полностью тоже... Ну, хочу вот весь огород, еще второй балаган поставить. И здесь и картошку не буду выращивать. Чуть-чуть овощей туда, грядки поставим. Картошку родители дадут. Это нужно и купить, если так уж пошло. На ползимы мы здесь на маленьком участке можем дораститься. Угу. Вот такие дверцы специально сделали для проветривания. Продумано. Угу. А здесь что посадил? Здесь клубника такая же. У нас два сорта, Кабрила и Альба. У меня Но- клубники открыты. Но благодаря вот этому делу она быстрее просыпается, во-первых, и быстрее наращивает вегетативную массу. Хоть и здесь сейчас увагрева нету, ночью мы оставляем ее так, что на улице, что здесь одна и та же температура будет. На улице -5 и здесь -5. То есть цветок весь замерзнет. Но Угу. днем
из-за того, что температура повышается, грунт погревается, он быстрее растет, ботва. Угу. Вот это вот еще будет думать, со всеми вместе будет расти. А вот это вегетативную массу нарастит и к Мгм. нужному моменту новые цветочки выкинет. И в любом случае на 10 дней, 2 недели мы пораньше начнем брать. Угу. Вот, кстати, вот это первая теплица, которую мы поставили, сами соорудили. О, и тут еще есть. О, тепло. Здесь мы высадили уже огурчики для себя Вон же как. под агроспан. Капельный полив здесь тоже поставили мы для того, чтобы не мучиться вообще. Угу. Заходить Вот сюда они. только за этим, Вот они. за овощами. Вот сюда кашпо вытащили дополнительно. Угу. Это капуста. Капусту я тоже не посадила. Приеду к тебе. Или ты на рынке, наверное, будешь Да и здесь продавать? будем, и на рынке будем. Вездесущие мы. А я могу вечером приехать Конечно. перед посадкой Зачем на рынке только. таскаться, когда можно уже переодеть и прийти, Да, закупить и тут же приехать, высадить ее. конечно. Да, Капуста ранняя, поздняя. И плюс у нас еще брокколи цветная. Все от кетаносис. У цветной капусты, наверное, может, ваши зрители, они знают, знакомы. Есть такая цветная капуста, называется мисора. Такое название красивое у нее, как у японской девочки, да, мисора. Мгм. Вот эта цветная капуста, она, по сути, когда мы выращиваем цветную капусту, наверное, огородники, дачники меня поймут, надо, когда она зреет, уже вот этот центральный овощ сам, внутренние лепесточки закрывать от солнца и перевязывать там чем-нибудь, чтобы прямые солнечные лучи не попадали. И вот этот так называемый мозг был таким плотным, красивым, вкусным. Мгм. А вот мисора, она, это такой гибрид, который сам себя укрывает. Он изнутри пускает новые лепесточки и вот таким образом по спирали сам закрывает. А наружу не торчат, все как фотосинтез, им солнце надо, все такое. Мгм. Вот такие гибриды мы выращиваем для облегчения труда и жизни наших покупателей. Да. Будущее за гибридами, конечно. Но Мгм. семена дорогие. Семена дорогие. А что сейчас дешевые? Но здесь, в этой теплице, ночной обогрев есть. Здесь, конечно, мы не печкой топим, здесь все электрообогрев. На автоматику поставлено. Тоже градус 15 ставим мы. Понижение идет температуры, сама включается. Днем солнце появилось, повышение сама выключается. И плюс для того, чтобы сохранять тепло, внутри поликарбонатной теплицы мы вторым слоем камеру из полиэтилена сделали. Полностью здесь Мгм. закрываем. И дополнительно нижнюю часть фольгоизолоном обшили. И греющий кабель, когда проходит, вот там, видите, да, греющий кабель. Вот он греет, и Ага, излишнее вот тепло, белые. да, через стенки на улицу не уходит. То есть свет отражается, тепло отражается, внутри остается. Мгм. Благодаря вот этому электричество меньше расходуется. Умный ты мальчик. Ну, а куда деваться? Молодец. Куда деваться? О, уже помидорчики сидят. Вон же. Уже бутончики есть. Скоро помидорчиков будете кушать. Тепличные помидоры высокорослые. И вон крапива растет как хорошо. Это тоже для супа, для салатов держим. Угу. А что за дерево это? Это груша. Это наша груша. Это единственное дерево. Года 3-4 назад я высадил здесь на участке. Она вот хорошо А принялась. столько бутончиков. Но она такая обильная. И плодов много она вяжет. Мгм. Красивая. Удобряешь, да? Да, удобряем обязательно. Обязательно. Потому что без удобрений здесь у меня почва немножко не такая хорошая. Там близко глина находится. Корни за питанием далеко не могут идти. И нам надо вносить искусственным способом. А здесь? Это яблони Не карликовые? карликовые, Угу. колоновидные. Вот тоже очень много бутончиков. Желтые, Скоро яблоки мелкие такие, но сладкие, конечно. детишкам хорошо кушать. Да, кушаю.
Мгм. Болотистое место яблони не любят, водянистые места. Там тоже были высажены яблони, они не пошли. Там у Мне тебя кажется, солнечные батареи, да? да, у нас энергия в доме для изначального периода выращивания растений, да, для досвечивания мы берем от солнца. Плюс оттуда мы, когда уже рассаду из дома выносим в теплицу, когда зима Мгм. уже у нас середина зимы где-то, в середине января мы уходим в теплицу, мы уже эту энергию берем для потребления в доме. Мгм. У нас и освещение, там 12-вольтовые ленты растянуты. Плюс и мы можем преобразовать эту энергию и дальше. Здесь фонтан, да? Это водопад, фонтан, да, я собственноручно это все сделал. Молодец ты какой, а? Камешки наклеили. Тут насос, кстати, здесь вода циркулирует тоже от солнечных панелей. Вот выход оттуда, вот белый провод. Оттуда мы соединяем. И весь день. Где там под окном, да? Да, вот Ага, белый вот я провод. показываю. Оттуда, там, с солнечных панелей аккумуляторы выходят. Ага. Здесь провод мы соединяем. Насос здесь вот в маленьком в этом искусственном озере лежит. И поднимает воду сюда в шланг. Поднимает, и вот это по лесенке вода льется. Тут каналы специально сделаны, и туда льется обратно. Красота, да? Весь день так она, да, летом. Приятно сидеть, журчит, вот за столиком сидишь, тут Ну, вечером конечно. отдыхаешь. Когда жарко, прохладу отдает, наверное. Очень даже, очень. Красота. Ой, бассейн у тебя. М. Вот это да. Бассейн тоже собственноручно сделан. Аж от момента штукатурки до наклейки, мозаики сам делал. Вот этот кафель, вот первый раз в жизни, да, сам кафель клеит. Мгм. Красота. Кстати, в бассейне вода греется от солнечных коллекторов, которые здесь на крыше лежат. Здесь же солнце не падает, Ну как да. бы вода не может греться, от скважины она идет, она очень холодная. 11 плюс 10, 11 градусов приходит от скважины. И когда яркое солнце, за 2 дня, за 2-3 дня мы до плюс 27 ее греем. Мгм. И дети спокойно купаются, кайфуют, там лежат. в воде. Конечно, хорошо. После бани. Вот маленькая котельная, где мы вообще изначально начинаем сеять. Мы вообще начинаем сеять 1 ноября. То есть сезон у нас заканчивается где-то в июле, да, мы все распродали, все, там чуть-чуть несколько месяцев отдыхаем. И уже где-то в районе сентября мы начинаем заказывать семена. 1 ноября бегонии, цинарарию гибридную вот в этом году мы посеяли, да. Мы это все делаем само собой дома, но не в теплице же, это же огромный там топить надо. И у нас в котельной 4 этажа стеллажей, здесь специально под это дело заделано. И мы от солнечных панелей специально освещение ставим здесь. Вот такое освещение. Это светодиодные ленты специального нужного спектра. Сюда ставим их ящиками, плошками, да, рассаду. И держим здесь. Днем солнечные панели освещают энергию, оттуда берут. На ночь мы просто в розетку суем и всю ночь круглыми сутками светим уже от сети. Вот такое. Зачем нам солнечные панели были нужны для этого? Мы понимали, что будем прилично тратить на освещение, на электроэнергию, и пришли к такому решению. Альтернативная энергетика в нашем деле должна быть. То есть мы стараемся удешевлять нашу стоимость нашей продукции благодаря вот таким решениям современным. Ну, сейчас здесь, видите, да, никакой рассады, ничего нету. Мы уже давно в теплице переехали. А панели-то висят, энергия генерируется, она же не может куда-то деваться. Мы ее берем и пускаем по дому. У нас вот в зале светодиодная лента 12-вольтовая растянута. Плюс мы еще вот такой с Китая инвертор заказали. Вот это оборудование, оно преобразует 12 вольт от солнечных панелей в 220. Вот таким образом мы ее включаем. Включили. И она начинает внизу, видите, да? Вот вольтаж. Там 200 сколько-то, 220 вольт. И таким образом у нас по дому начинает идти энергия. Сейчас вот на улице пасмурно, она уже пищит, говорит, что мне энергии не хватает. Вот видите, она даже сейчас вырубила ее. Вот этот инвертор. Благодаря вот этому у нас и холодильник может теперь работать от солнца. И телевизор, и вот даже газовая печка, и насосы глубинные в скважине, они все от этого работают. Дай бог нам больше солнечных дней,
Мгм. Меньше различных этих погоды Вот пасмурной. как интересно все. Ну вот, да, таким И образом. свет отключат. Без Не проблем. боязно, Вот да. сколько наблюдали зимой, да, свет вырубается для технических работ. Мы сюда только переключаем, и газовая печка у нас не выключается. Мгм. И даже если вообще везде все вырубится, энергия везде закончится, благодаря вот этому инвертору я могу машину завести, во двор заехать, 12 вольт к нему подтянуть, плюс-минус, Мгм. соединить. Машина всю ночь, у меня машина на газу, Мгм. всю ночь машина может работать, и весь дом у меня будет в электричестве. Все, машина вырабатывает, 12 вольт от аккумулятора сюда дается, здесь 220 переобразуется и по всему дому пускается. У тебя голова компьютер, да? Ну, почти. Голова у тебя Пока компьютер. держу еще. Пока еще не лопнула. Красота. Вот Молодцы. освещение отсюда берем. Вот эти светодиодные ленты. Вот здесь, кстати, у нас, видите, наверное, да, вот здесь вот реле прерывателя стоит. Мгм. Вот он, вот этот вот. Мгм. У нас освещение в доме включается от пульта. То есть, как обычно, вот автомобильный пульт есть, Мгм. разблокировки. Мы, лежа на диване, можем нажать кнопочку, включить свет в доме. Это нужно нам для чего? Это нам нужно для того, чтобы мы могли контролировать температуру в теплице. То есть, когда теплица зимой топится, мы же ночью выходим, вот такой датчик у нас стоит здесь, термометр электронный. Он на 100 метров, у него датчики берут, радиоволну пускает. То есть, один датчик в одной теплице, другой в другой. Видите, там 24 градуса, здесь 33 градуса. И вот ночью мы, чтобы не переживать, сколько градусов, нажали кнопочку, включили свет, посмотрели, убедились, что температура приемлемая, нажали кнопочку, выключили свет и дальше легли спать. Как хорошо, А да? так бы я бежал бы туда, Да. чтобы узнать, затухли мои дрова там в печи или не Мгм. затухли. Вот что, вот так вот приходится. Ну все. Камин случайно не сам собрал? Нет, до этого я еще не дорос. Камин магазинный. Там тоже красивые цветы есть. Да, это наши Красивые. любители. Жена у меня любит и бегонии, и бальзамины любит. Мгм. Он же. Yorан гүлі. Біздің әнелер Yorан гүлі үстіре тұрғаны. Ой, интересный цветок. Это серия Salmon. Вот эти герани очень мало сбрасывают цветонос. Вот если здесь можно видеть, да, отцветает, он же любит сбрасывать цветонос, Мгм, вот так падает. мгм. Этот в 2-3 раза цветы у него дольше сидят и не сбрасывают цветы. Ой, ой, ой. Красота какая. Первый раз вижу вот такой. Очень практичного набора сорта. Мгм, Звездчатые цветочки, дольше сидят. мгм. У нас в теплице еще другие сорта есть. И разъебудные есть всякие, как розочки на растут. Вот хорошо, что у тебя, Артур, есть канал. Вот, например, если подпишутся кто-нибудь на твой канал, они же могут в комментариях тебе задавать вопросы, ты будешь отвечать на них? Конечно, конечно. Не все же... Вот я, например, не разбираюсь в этих семенах, не разбираюсь в удобрениях, когда что сажать, я вот ничего не знаю. Вот если вот кто-то заинтересуется, посмотрит, вопросы задаст, ответишь, да? Я открыт для диалога, во-первых. Во-вторых, мы полностью каждый комментарий отслеживаем и отвечаем на вопрос. Плюс мы заинтересованным лицам направляем на нужные ссылки по нашим видео, где они могут для себя полный исчерпывающий ответ получить Угу, на интересующих вопросы. угу. У нас все сферы садоводства, огородничества, почти все сферы затронуты. От момента, где мы покупаем семена, до момента,
как мы упаковываем их во время продажи, грубо говоря, да. То есть Мгм. это же целый цикл. Мгм. Тара, сроки, дозировки удобрений, виды удобрений, средства защиты от заболеваний, какие названия, сколько стоит вид цветка, даже для сравнения можно узнать, где какая стоимость всего этого. Мы полностью открыто делимся, мы делимся с неудачами, мы честно говорим о наших проблемах, о наших успехах и наших неуспехах больше всего. Мы Мгм. всегда открыты для диалога. А зачем нам говорить то, что мы не умеем делать, или скрывать то, что мы не знаем, или Мгм. делать вид, что мы что-то знаем? Мы также учились у других более известных агроблогеров, которые занимались с самого начала. Вот мы цветами 4-й год занимаемся, мы, можно сказать, на процентов 60 имеем знаний по ним. По Мгм. клубнике мы 2-й год только начали заниматься, процентов 20 знаний. Но я до сих пор узнаю, как клубника — это совершенно другой мир. Там и сорта другие, там и сроки другие, там и подкормки, там и открытый грунт, своя технология, закрытый грунт, чисто на воздухе, на гидропонике клубника. Совершенно разные вещи. И вот мы общаемся с другими людьми, также пополняем весь наш объем знаний, который нам надо знать. Так что, друзья, пишите. Я и на канал Мама Гуля буду заходить. Пишите там свои вопросы под видео, под роликом. Буду лично отслеживать, и дай бог время нам, чтобы каждому постараюсь ответить. Мгм. Мгм. Вот так. Ну ладно, спасибо тебе, что разрешил мне снимать. Но это исключение ради вас только. Других мы сюда только смотреть на экскурсии приглашаем, но не снимать. Мы сами снимаем здесь. Мне еще хочется, конечно, снимать, где выращивают цыплят, но не разрешают. Нет, да? Нет. Ну там ситуация другая. Там даже смотреть не пускают они. Да, да. Я спрашивал тоже. М. Бактерии, инфекция. Да, да, Там же да. очень стерильно все. Да, Это да. не цветы, это совершенно Да. В другое. прошлом году Ашкадаре, конечно, я была, там хозяин показал мне, где гуси на втором этаже, так немножко показал, чуть-чуть, потому что я постоянно у него покупаю, поэтому... Пошел на уступки, да? Ага, ага. Ну так. Ладно, вам спасибо, что пришли к нам. Ну ладно, Роза посоветовала, я приехала, посмотрела, буду теперь брать у тебя, что мне надо будет, потом попозже приеду, куплю, короче. Что мне Ну, надо? сезон сейчас Сезон. начинается. Как сезон начнется, Да. как посадки начнутся, вот... Угроза возвратных заморозков пройдет, и все, Мгм, можно мгм. вот уже Пока смело. еще мне рановато все брать. 5-9 мая примерно Где-то вот начинается. так. Да. Да. Ну ладно, ну на этом я свой влог заканчиваю. Влог у меня сегодня насыщенный, большой. Смотрите как сериал. С вами прощаюсь. Пока-пока. Всего вам доброго.